Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здравствуйте. Здрасте. О чем нынче беседу ведете? Та жизнь, а вы? Да то же самое. Да. Если мне изменяет память, у вас был перстень такой в виде чат-рулетки, в виде этого символа. Я не помню. Вы знаете, я Ну, в может чат-рулетке недавно. Ну, значит, перепутал вас. Что, как жизнь у вас? Как жизнь у вас? Да нормально. Вот сижу, думаю. Вы видели вчера это? Не вчера, а вот день назад Конгресс оправдал 61 миллиард в помощь Украины. Ой, какой кошмар. И вот я думаю, и вот они там махали этими флажками желто-блакитными. А я вообще-то работаю с американцами, да? Вот я живу и работаю, да? И вот они мне говорят, слушай, говорит, ну вообще уже американский флаг вообще не увидишь. И вот это как можно так? Теперь, знаете, вот те, которые даже американцы, вот республиканцы, да, которые ненавидели Джонсона, да, вот 50% сейчас в открытую ненавидят, а 50% в тихую, знаете. Но вот там же так. 45 останется в Америке. А то и 45 ярдов останутся. знаете, наверное, больше, чем, но все Ну, равно. видите, что переживаете? Да мы не переживаем, просто вот это вот надоело это все, поэтому. Ну, а вот если, допустим, спросить у американца, чтобы он на карте показал, где находится Украина, многие покажут, как вы думаете? Нет. Нет, вообще не покажут. А тогда Вот. зачем им это надо? Вот именно, вот они даже не понимают, зачем это надо. И вообще, то есть они сейчас такие, хорошо, а где, почему на первом месте Украина, а американцы на втором, ни на каком месте? То есть в таком понятии, понимаете? Не знаю, не То знаю. то есть никому это не надо. А вообще-то американцы, они, понимаете, до того они уже вот это вот устали и вот нас как опустили на всех параметрах. И по цвету, и по расе, и по сексу, по всему на свете. А как давно вы живете в Америке, если не секрет? 30 лет. Давненько. А переехали, если не секрет, откуда? Ростов-на-Дону. Обратно не собираетесь? Вы знаете, может и собираюсь. Все может быть. Ну, сейчас говорят, у многих проблемы, там, если продавать жилье, там, перевод денег, вот это как бы тоже там какой-то препоны такие делают большие. Видите, хотели ослабить Россию, ослабили сами себя. И наказали сами себя. Зачем ослаблять Россию? Зачем? Ну вот вы спросите у нашего правительства. По-моему, у России вековые традиции. Кто только не пытался. Только американцы еще не пытались ни разу. Ну, там, ну, можно сказать, что грубо пытались в Афганистане, чем закончился Афганистан, мы знаем, да? Да так же и закончится и на Украине. Точно так. Советские войска вышли, оставили здания, инфраструктуру, там, станции. А что-то американцы... американцы тоже оставили. 5 украинцев забыли забрать. Собак забрали, пиво забрали, опять украинцев оставили. Да, это я видел. Да ты шутник, конечно. Петросян второй. Да-да. То же самое будет. Достойный обмен, да. Вы знаете, я хочу сказать одно. Вот знаете, что меня больше всего поразило?
я приезжала в Россию каждый год, да? Ну вот последний год я была в 20-м. А вот в 18-м году, значит, мы же там, ну сколько, граница от Мариуполя, ну может 120 километров, да? И вот у нас соседи, да, они переехали из Донецка, то есть они были, ну как вот соседка, мои родители дружили, и, ну, и потом мы дружили, то есть вот эта вот девушка, она моего брата ровесница, а ее сестра моя ровесница, то есть мы дружили, знаете, у нас 10 лет разница с братом. То есть, когда она закончила университет, ее отправили в Донецк, она там замуж вышла, дети и все на свете. Ну вот слушайте, что меня поразило. Пригласили их в гости, да? Они вернулись назад после вот этих событий, да, вот до СВО, 18-й год. Вот. И значит, что вот она мне такое сказала, я никогда это не забуду. Она мне такое сказала, что они-то и рады, они вернулись, и они получили назад гражданство, так как она была русская, знаете, но потом, когда она уехала, то она ж получила украинский паспорт, теперь она назад вернулась, у нее 4 детей, и у детей уже внуки, и все на свете, они с мужем. И потом она мне сказала, ты знаешь, мы, наверное, ошибку сделали. Я говорю, какую же ошибку вы сделали? Надо было немножко подождать. Я говорю, подождать чего? Она говорит, нам пообещали. Мы уже были 51-м штатом. Понимаете? Она мне такое говорит. Мы были... И мне сказали по секрету, у меня сын, он там в полиции, ну тогда на тот момент была милиция, и надо было 3 месяца подождать, а мы поторопились. А значит, они завелись, мой брат и ее муж, он шахтер, начали за какие-то там пенсии. Я вообще, знаете, я была не в курсе, вот, потому что сейчас я понимаю, что происходит. Раньше я как-то не вникала. А потом я попала вот сюда, и они чуть не задрались, понимаете? И вот он их выгнал, потому что они начали... Значит, сестра младшая, с той, которой мы дружили, они не разговаривают. Вот как с 14-го года или там они не разговаривают вообще. И вот она мне такое сказала, что они поторопились. Это меня в шок. Я даже, у меня речь пропала. То есть, когда я ей показала американский паспорт, вот, ну, она просто хотела посмотреть. Вот у нее такое было. И у меня такое желание было. Да слушай, если ты хочешь, бери. Раболепие, да? Вот они кто им такую глупость сказал, что они 51-й штат? И что они вот это вот, им по секрету. Да какой же это такой секрет такой, что никто... Мы об этом не знаем. Вот я живу в Америке. Да самое смешное, что никому они не нужны. Какая глупость. У нас, знаете, 4 территории, и они не стали штатами. Они как были территориями, так и им гражданство не дают. Она сказала так. Нам уже бы гражданство выдавали. Да? Русский, вы знаете, но если бы она была там вот родилась на Украине, я понимаю, там промыли мозги, там 30 лет человеку, может, я бы поняла. Но не 60 лет человеку, так? Ну, промыли. Промыли. Это работает и на 60, и на 50 лет. Промоют мозги так, что и не заметишь. Ну, потом, конечно, мой брат на следующий день, там, он извинялся, ну, чего там, немножко погорячились там, но они начали за какие-то там пенсии.
И то, что вот это вот они приедут, им сразу, им давали паспорта и сразу пенсии по 5000. Да, 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 да. Рай на земле. Земля Слушайте, обетованная Америка. Да. Американцы здесь начинают работать в 14 лет. Вот они там травку подстрели, там вот это вот Ну, правильно. девчонки, детей, там Да, да, да. вот. А она хочет ничего не вложить в систему. У нас на Конечно. пенсию 67 лет, но это от возраста. Мне вот, например, 70 с лишним лет, потому что, понимаете, смотря от стажа, так человек, бухгалтер, понимаете, у нее экономическое образование, и такую чушь нести. Это меня так взбесило, знаете, ну ладно, там вот это, там они немножко перевернутые, да, но не свой же человек. Мы же дружили вот с семьями. Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. Мы родились на одной улице. Родители наши дружили, да, вот с молодыми они переехали, отстроили дома вместе, там с участка начинали, вот, и мы ели вместе, там вот это, у кого там обед, у кого ужин, и такое молоть. Вот меня так задело, вы не представляете. Да, я представляю. За державу обидно, знаете. Вот, Это не представители, это не представители державы, это так. Если человек не знает изнутри системы, у меня знакомые тоже там ударились в баптисты, что-то, выигрывали эту грин-карту, выиграли. Выиграли. У него была квартира от родителей не стало, у нее. Дача была, машина. Продали все. Да, ну просто, да. продай одну квартиру, поедь, попробуй, как оно будет. Посмотри. Да, притрись. Языка не знает, что ни он, ни она. Он десантник там такой здоровый, ну, он не десантник, а этот, ну там, морпех. Там, ОМОН потом такой, ну, подбитый мальчик. Она метр с кепкой, там она им крутила вот так вот это. Моська слоном крутила, а он такой, как телок. Ну, всегда ж так. Поехали. Все продали, все, до свидания, все, мы будем жить как сыр в масле кататься. Приехали с голой задницей, слава богу, детей у них не было. Говорю, ну вы нормальные, ну продайте в одну квартиру, поедьте, приглядитесь там, посмотрите. Как вы будете общаться, на языке жестов или как? У него профессии как таковой нет, у нее. Кому вы там нужны? Ой. Ну, вы знаете, вот есть это, ну, знаете, занимает, 10 лет. Даже если у тебя хорошая специальность, вот айтишники, вот почему-то они решили, вот эти либералы, что здесь это IT, они их сразу вот это в аэропорту встречают и в Силиконовую долину, знаете, вот отправляют им, так как вот это Техас нам пачками отсылает вот этих вот беженцев, да? Так и вот это русских, и там украинских айтишников прямо сразу. Не, ну в 90-е годы, может, так и было. В 90-е годы уезжали мозги, может быть, были специалисты узких профилей, были востребованы, да, те поднимались вот так вот, на ура. А сейчас, куда ни плюнь, то айтишник, то еще кто-нибудь, блин. Да вы знаете, не для этого мы вот это американские компании аутсорсинг делают. Вот я работаю в банке, да, и вот я звоню айтишникам, я попадаю на Филиппины, а потому что они не хотят платить, вот это нормальную зарплату, потому что это ж нужно бонусы платить, это ж нужно медицину, страху, это очень дорого. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? Так а что, можно за 3 копейки на Филиппинах, понимаете? Вот кто им такую дурь такую рассказал? Американское правительство вместе с Украиной, чтобы вот этот весь кипиш, Майдан затеять, чтобы просто сделать переворот. Вот и все. Они же скакали на Майданах.
На Майдан отскакали, все, мы в Да я- Европу. Нет, Кому вы там ну, нужны в моей Европе? голове в такие, ну, это ж, ну, смотрите, ты там информации столько, ты почитал, и вот, это, знаете, вот у меня даже племянник, он в Ростове выучился, и теперь живет он в Санкт-Петербурге. Он мне такое говорит: я хочу приехать заработать. Я ему объясняю: слушай, какой заработать? У тебя отдельная квартира в Санкт-Петербурге. У тебя, ты разговариваешь на своем языке, у тебя общение, своя культура. Ты кушаешь русскую еду. Что ты будешь здесь делать? На заправке это самое, бензин наливать? Я вообще не понимаю, что ты будешь здесь Не, делать. ну это может быть такой юношеский максимализм, как бы вот это мечты, вот это все, блин, как бы, не знаю. И вот это вот, знаете, кто меня бесит? Вот это Дудь. Дудь вот это вот, и он мне присылает вот этого Дудя. А Дудь потом берет какие-то интервью фантастические. Вот я там вот этот явился, и мне дали вот столько денег, я начал свою компанию, и там где-то в Европе показывают миллионные, там на 2-3 миллиона дом. Думаю, так что вообще, откуда это такие сказки? Не, ну нет, ну есть и такие люди, но их-то единицы из миллионов, из миллиардов. Есть и такие. Ну, тот же Шварценеггер, да, вот выбился. Выбился, ну там таким, Да. Но таким это трудом, именно- таким потом и кровью. Это тебе не просто так. Чтоб я приехал, мне все дали. Нет. Мгм. Так он хитрый, он женился на дочке политика, понимаете? Вы думаете, да, он пробился там в кино и все такое, но он же на ком-то он женился. Он Грамотно знал, на ком. сделал ход. Грамотно Да, правильно. вложил свои денежки, свои капиталы. Не разбазарил, а открыл ресторан. Там с кем он, с Ван Даммом и со Сталлоне, по-моему, открывали Да. этот. Планета Голливуд или что, как он назывался, не помню, сеть ресторанов. Грамотно развили и все. Но опять же, это на... Такую бы либерду, вот это либеральное вот это вот мышление, и все вот эта сказка, вот эти блогеры, которые... Вот я не как-то была далеко от этого, мне некогда, я работала, училась, а потом я посмотрела, вот когда мой племянник захотел сюда приехать, ему слышишь, ну хорошо, он говорит, да просто в гости можно. Я говорю, да не только можно, а нужно. Да, приедь, посмотри. На недельку, Я там на тебя 10 дней. Везде поведу, вот именно поведу на Брайтон. Я живу далеко от Руска, чтобы вы понимали. Я живу в штат Нью-Джерси. Но я живу между Нью-Йорком и Филадельфией. То есть для меня в русский район это 1,5 часа. До самого Нью-Йорка час. До самой Филадельфии час. Но для русских районов мне 1,5 часа. Я вот говорю ему, слушай, я тебя специально вот это... Да, вот, просто повести, показать, и где хорошо, где и плохо, и ты делай выводы сам, родной. и чтобы ты, когда поехал вот это, потому что у них вот эти либеральные взгляды, что они вот это вот, им все должны, вот это вот правительство им должно, здесь Никто ничего никому не правительство должен. не должно никому. Да, Ты ну это сам. все ерунда, мне кажется. Все это такое, все это писями по воде велено, извините. Это все Вот такое. понимаете, вот такое. И вот я ему объясняю, слушай, и даже вот этот возраст, это поздно. Когда я приехала, я учиться приехала, то есть я закончила университет, потом дальше начала учиться, то есть меня компания спонсировала, и это Ну вот опять же, а где деньги взять на обучение? Тоже же. Это совсем Обучение, я другое думаю, дело. обучение не из дешевых, я думаю, как бы там. Слушайте, это очень дорого, а потом ты должен в этой компании оставаться и отрабатывать. Ну, А да. если ты хочешь уйти, ты подписываешь контракт. Уходишь, все, до свидания, плати там выше 100 тысяч долларов, понимаете? То есть это ты влазишь в кабалу, и, ну, это раньше было, а сейчас никто и не хочет этого делать. Потому Знаете, что у нас... раньше был такой знаковый фильм с Токтаровым, с нашим актером. Ну, он в Америке снимался одно время, потом вернулся в Россию. Фильм назывался «Монтана». Я не знаю, почему сейчас очень трудно найти на ютубе, но можно. Вот именно знаково, вот уровень жизни вот у нас и там. Вот просто
Просто интересно посмотреть фильм. Ребята, он найдет, посмотрите. «Монтана» фильм называется. Мне очень понравился. Когда, говорит, у американцев, если у тебя своя стиральная машина, это не надо в прачечную уходить. Да. А вот у нас это как бы, это, это не знаю, как тостер, да, как микроволновка на кухне. Да. Слушайте, ну я объясняю. Вот они начинают это. Я начинаю всегда своим вот это на работе американцев. Я работаю только с американцами. И они выходцы, знаете, они из Ирландии и немцы. То есть вот это поколение прадедушки, которые сбежали от ну, знаете, Ну, понятно, да. вот, то есть они дети фашистов, давайте так скажем, прямо. Вот. Но они не истории не знают, они не немецкого языка, они ничего, они стерли. Эти дедушки, прадедушки, они их не учили. И они их не учили жестокости, они учили их так, влиться в американское общество. Они просто американцы, и все, они никто. Да, они там немецкие корни, но они ничего не знают. Где ваши корни? Они никогда не Ну, корни были... корнями, а если оторвать от среды, от беседы, от развития туда, то оно это все затеряется, сотрется и это. Как говорили, не помню, кто там один из великих политиков, дайте мне их молодежь, и через полвека этой страны не станет. И мы их переформатируем просто под себя и все. Вот что хочу сказать, и вот их воспитали бояться Советский Союз. Не то, что они, вот они не то, что они ненавидят русских. Нет, русских нет никакой ненависти, ничего. Они ненавидят коммунизм, они ненавидят советскую власть, и для них это до сих пор. Они помнят, кто им по сапатке надавал. Да-да, смотрите. Вот это вот СССР, он никуда не ушел. Россия... Ну, переформатировался немножко. Они Да. не понимают, что такое Россия. СССР, холодная война, все, никогда не закончилась. Хотя они и выиграли. Давайте будем... Ну, вот это... якобы они выиграли. когда они Давайте выиграли не будем. холодную Давайте не войну? будем. Просто вовремя ее Проиграли. подзамотали, потому что поняли, что Да. можно и шарик расколоть на две части, и никому не будет хорошо. Вот. И поэтому такой вот это, двоякий. знаете, вот их учили бояться русских. А что такое Украина? Да они не знают, им пофигу, это Украина. А Украина те же русские. Я разговаривала... Да, я разговаривала с Вовой, Вова из Львова. Я ему объяснила, что они до того запуганы с детства. Они боятся русских. Их учили, вот это вот, когда я в советской школе училась, нас не учили, мы там такие, вот это вот темненькие, это белые, вот это угнетают темненьких, да, афроамериканцев. Нас такому учили, у нас такая пропаганда, а у них была совсем другая. Они под стол залазили, прятались, противогазы одевали, там вот это у них там такая... Вот это спасет, как будто если ты там на пол. Вот такие есть глупости такое, они есть такое. рассказывали. Представляете? И вот я до сих пор не понимаю, как можно... И они просто запуганный народ. А вот за последние 30 лет вот сплошная вот эта пропаганда идет. Ну, Все. конечно. Плохая, Россия плохая. Уже была подготовка вот капитальная. И поэтому я так смотрю, ведь методички написаны, что запугивали американцы, запугивали Украину. Вот одно и то же. Но ненависти нет, знаете, вот русских вот... Они русских нет. Да, мне кажется, они уважают и не любят, боятся. Ну, Просто так боятся. Это боятся, А боясь уже, значит, вызывает уважение. боятся и будут бояться. Понимаете? Вот такое, оно никуда не денется. Ну, согласен. Россия всегда побеждала, Советский Союз, Россия это одно и то же.
Согласен Все с вами. будет хорошо. Понятненько. Ладненько, побегу дальше. Спасибо вам за беседу. Давайте, всего хорошего. Мира, добра, Вам счастья, здоровья. Не мира, переживайте добра. сильно. Всех благ.